Татар мультфильм. У одной серой зайчихи была такая же ушастая дочка-зайчишка, и она ее очень любила и баловала. Однажды зайчиха купила и принесла дочке новенькие валенки. Дочка обрадовалась подарку и поблагодарила маму. Тут же одела она новенькие валенки и с радостью отправилась гулять. Но валенки ей быстро надоели, и она сняла их. Чтобы мама их не нашла, даже спрятала. Мама их находит и одевает, а дочка снимает. Мама снова одевает, а дочка снова снимает. И по снегу, и по льду бегала зайчишка босиком. Один день она так пробегала, и на следующий день гуляла босиком. А на третий день, прихрамывая, подошла к маме. Мама, у меня ножка очень сильно болит. Дочка, доченька, звездочка моя яркая, твоя ноженька-то опухла. Что же теперь делать? Размышляла зайчиха. В это время кто-то постучал в окошко. Зайчиха обернулась и увидела белку. Не печалься, можно вылечить ножку твоей дочки очень быстро. Для этого нужно сходить к доктору Айболиту и попросить его совета. Зайчиха взяла дочь на руки и отправилась к доктору Айболиту. Пришли они к нему и увидели, что у доктора Айболита очень много работы. Разные лесные жители ждали своей очереди. Детей я принимаю без очереди. Зайчишку завели в кабинет к доктору, рассказали, что у нее болит. Доктор Айболит помазал ножку зайчишки лекарствами и сказал ей: «Твоя ножка заживет, но ты никогда не снимай валенки в морозную погоду». Они поблагодарили доктора Айболита, попрощались и отправились домой. Через 3 дня ножка зайчишки зажила. Теперь она не снимает свои валенки зимой. Раз, два, три, 4. Целых 4 зарядили. Можно и отдохнуть. Да некогда отдыхать. Готов? Если мы не успеем зарядить жемчужины, мир погибнет. Ты что, забыл? Да помню, я помню. Сказку эту много лет веселит один секрет, но веселье то опасно, время тратится напрасно. Нас волшебный зимний лес встретит новой сказкой. Много снежных здесь чудес в новогодних красках. Кто
страшная беда грядет под угрозой. Новый год. Ну что, готово уже? Здесь рецептик непростой, есть обряд тут небольшой. Чтоб туда переместиться, нужно низко поклониться. Да не так! Да не так! Да не так же! Вот тебе и поклонились. Тьфу ты, не то, Мухоморов огород. Опять не то, Мухоморов огород. Да что ж такое, вот тебе и Мухоморов огород. Смотри, это же Кашбабай. Дедушка, у вас что, что-то случилось? Случилось. Снеговики работать не хотят. Подарков не будет. Нового года не будет. А сказка вообще. А где же ваши помощники? Где снеговики? Как это не будет? Зулейха, за мной. Мы быстро. Лениться не лень, и так будет всегда. Ленись каждый час, каждый день. Безделье прекрасно, а труд ерунда. Встречайте, я матушка лень. Работал ты много, читал и писал, помог маме вымыть посуду. Пришло время отдыха, час настал. Здесь песни, танцы повсюду. И навалилась вдруг хандра, отдыхать тебе пора. Дел в гараже накопилось. Подождет тебя гора. Запомните, дети, поговорку простую: работа не волк, не трать время впустую. Откладывай все и всегда на потом. Танцуй, веселись и гори все огнем. Стойте! Стойте! Не огнем, не огнем! Подождите! Давайте еще раз! Эх. Ох. Ух ты! Запомните, дети, поговорку простую: работа не волк, не трать время впустую. Откладывай все и всегда на потом. Танцуй, веселись, и мы такое смогем. Ой, нет, не то. Сейчас. Давай, хорошая моя, к избушечке, пожалуйста. Ой, осторожно, ой, елочка. Откладывай все дела на потом, и все мы тогда уснем под мостом. Повсюду сегодня работа кипит. Запомните, дети, поговорка гласит: к делу время, потехи час. Лениться не лень, это не для нас. Вот, придумала! Откладывай все дела на потом. Что тут творится? Кто в доме моем? Тихо, тихо, не бойся. Похоже, что это... Подожди, Зулейха, не говори. Кашбабай,
А что с ленью будет? Выгоним ее! В клетку посадим. На Луну запустим! Ведь она не такая уж и плохая, а? Вон какой праздник вам устроила. Да, тому, кто славно потрудился, немножко можно полениться. Хорошо. Будешь у нас за праздники отвечать. Я вам такой праздник устрою, неделю отдыхать будете. Ой, то есть хорошо отдохнете в этот день. Уже скучаю по Лене. Пошли уже. Трудолюбие. Не зевай и не ленись, лучше славно потрудись, но не время отдыхать, сказку нужно вам спасать. Все же лень штука неплохая. Весело с ней. Мне почему-то кажется, что этот урок ты не усвоил. Ну где же она, где? Как-то я с погодкой-то не угадала. Не переживай, это же волшебство. Только в сказку попадаешь, новый облик обретаешь. Однажды зимой Белочка-Нефтяша, Тимур и собачка Акбай играли со снеговиками в хоккей. Какая же все-таки отличная игра хоккей! Спасибо, друзья, что научили! Не просто отличная, лучшая. А лыжи? Как же лыжи? Лыжи — это тоже хорошо! Лыжи мы любим. Даже в лыжной гонке участвуем. Ее компания «Татнефть» проводит в рамках зеленого фитнеса. А вот уверена я, что на велосипедах вы зимой точно не катались. Зимой на велосипедах? Нет, не катались. Так давайте вас представители Альметьевского велосообщества научат. Они мастер-классы проводят. Профессиональные велоспортсмены научили снеговиков правильно держать дистанцию, выбирать скоростной режим, действовать при снежных заносах и, главное, правильно выбирать одежду. И все это в рамках зеленого фитнеса от компании «Татнефть». А что это было? Не знаю. Предлагаю посмотреть. Так друзья познакомились с фестивалем спортивной масленицы, а Нефтяшу, как самого креативного участника, пригласили в жюри еще одного состязания – фестиваля креативных саней. Вот это зима! Вот это зеленый фитнес! Это точно! Все на улице здоровые, веселые. Это так здорово! А то раньше как было? Зима придет, никто
никто из дома нос не высунет. А теперь вот что придумали. Компания «Татнефть» заботится о своих друзьях. Даже зимой для каждого найдется спорт по душе. Бегай на лыжах, занимайся фитнесом, катайся на санях. Что за хулиганство? Простите, пожалуйста, мы нечаянно. Просто у нас кубол. У вас что? Кубол – это когда дети стараются забросить мягкие кубы двух цветов в свои корзины. А там что строят? Этот конкурс называется «Кубашня». Это когда две команды ребят строят из мягких кубов башни, и побеждает команда, у кого башня выше. А можно поучаствовать? Да, конечно. Вот, например, конкурс Кубарикада. Дети строят стены из кубов и по команде стараются развалить своими кубами стену соперников. Как же это все-таки здорово! Зимний зеленый фитнес. Вместе с компанией «Татнефть». Вместе с «Татнефтью» спешат выходные. И пожилые, и молодые. На фитнес зеленый холодной зимой. Вот санки по трассе летят скоростной. Нам не страшны ни мороз, ни метель. Встали на лыжи вперед, пока не споет свою песню капель. Зеленый фитнес нас ждет, пока не споет свою песню капель. Зеленый фитнес зимний нас ждет. Однажды Нефтяша и Тимур лепили снеговиков, а собачка Акбай весело прыгала и заливисто лаяла. Вот готов первый снеговик, а вот и второй подоспел. Только с третьим не задалось. Не хватило ему ни морковки, ни шапочки, и получился он каким-то грустным и некрасивым. Жалко снеговичка. Не хватило для него ни морковки для носа, ни шапочки. Пойдем поищем. Может, и найдем для него что-нибудь в лесу. Тут друзья увидели, как из грузовой машины прямо в лесу вываливают мусор. В лесу нельзя сорить. Отстань, мелюзга. Что же делать с этим мусором? Смотри, а я нашел ведро. Давай это будет шапка для снеговика. Давай. Дед Мороз и снеговики рассказали нефтяникам, что случилось. Надо спасти этого снеговика. Это ведь мы виноваты, что от помойного ведра такой злой получился. Сколько он еще бед наделает. Надо ему помочь. Я с вами пойду. Мне же подарки нужно вернуть. Как я без подарков к детям приду? О, свежий мусор! Построю-ка я из льда и мусора себе целый дворец! Когда наши друзья подъехали к дворцу злого снеговика, он попытался заморозить и их. Но те включили тепловую пушку, и снеговик, и дворец его начали таять. Стойте, стойте! Так ведь он совсем растает.
это все из-за мусора в лесу. Давайте расколдуем снеговика, а мусор в лесу уберем. Смотри, что ты натворил своим мусором. Я поленился отвезти мусор на свалку, но я понял свою ошибку. Я сейчас все уберу. Простите меня. Спасибо вам, друзья. Но как же я успею на детский праздник? Мои чудо-сани поломаны. Не беда. Сейчас мы поможем Деду Морозу. Подарки дедушка раздал, все встали в хоровод. Давайте весело, друзья, проводим старый год. И к новому откроем дверь. Давайте праздновать быстрей, давайте праздновать быстрей. И будем дружный хоровод водить под елкой нашей, играть и петь и танцевать с белочкой Нефтяшей. Однажды Тимур, Нефтяша и собачка Акбай играли в хоккей. Шел матч за первое место в лесной хоккейной лиге. До конца матча остаются считанные минуты. Спасибо за игру. Вы классно играли. Спасибо и вам. И спасибо, что слепили нас. Так может, повторим в следующие выходные? Сыграем, так сказать, товарищеский матч. Нет, не получится. Начинается весна, и мы скоро растаем. Как грустно. Ничего страшного. Слепите нас на следующий год, и мы обязательно сыграем еще. Давайте попросим помощи у наших друзей-нефтяников. Они наверняка что-нибудь придумают. Тимур позвонил нефтяникам и рассказал, что у них случилось. Всем привет! Ну что, снеговики, располагайтесь поудобнее. Есть одна идея. Добро пожаловать в Академию хоккея «Акбарс» имени Юрия Моисеева. Здесь для ребят имеются самые современные условия для занятия хоккеем. А создали Академию, как и построили многие ледовые арены и хоккейные корты, нефтяники Татнефти. Ух ты! Целая академия! А сюда можно поступить? Меня возьмут? Конечно, Тимур. Сюда принимают ребят с 5 до 17 лет. Любой может научиться здесь играть в хоккей, а если будет стараться, то и стать олимпийским чемпионом, продолжить славные спортивные традиции нашей страны. А кто нас научит? При Академии есть специальные центры – научный, медицинский и, конечно, центр подготовки хоккеистов. Здесь трудятся настоящие профессионалы хоккейного дела. И даже есть свой профессор. Профессор? Это и прозвище, и официальная научная степень. Игорь Захаркин, заслуженный тренер России. Здорово! А
Как будет называться наша команда? Академия объединила 3 хоккейные школы Татарстана – Акбарс, Нефтяник и Динамо. А в перспективе по единой системе и методике будут работать все ДЮСШ республики. Значит, и мы можем стать настоящими чемпионами? Конечно! В будущем вы сможете попасть в большой хоккей и играть за Альметьевский Нефтяник или Казанский Акбарс. Самое главное, что двери Академии открыты для всех желающих. Наша хоккейная академия – уникальный проект компании «Татнефть», который поддерживает лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Ничего себе! И при этом тут всегда зима. Мы ж сможем здесь жить и тренироваться. Как здорово, что компания «Татнефть» развивает такой замечательный вид спорта, как хоккей. Значит, мы можем и на международный турнир замахнуться. Можно попробовать. А с кем? С кем мы будем соперничать? Ребята из Академии успешно соперничают с лучшими командами страны, Европы и всего мира. Даже в Канаде смогли обыграть своих сверстников. Как здорово! Играть надо с сильным соперником. Тогда и сам становишься сильнее, потому что учишься. Может, сыграем товарищеский матч? Конечно! Да и я с вами с удовольствием покатаюсь. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке нефтяники, нефтяша и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Когда пушистый снег оденет белый свет, когда наш голый сад от снега станет сет, опять приходит к нам пургой запорошен. Игрушек накупив, наш белый-белый дед. Спасибо, милый дед, ему кричим в ответ. Дай Бог тебе прожить как можно больше лет. Бедняга дед всегда нас радовать готов. Хоть слякоть, хоть пурга, ему и дела нет. Топ, 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 белый дед идет. Топ, 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 радость он несет. Крум, 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 ступает сапоги. Ты скорее дедушку встречать беги.
Правила и знаки дорожного движения изучаем весело через приключения. Чтобы с нами подружиться, ребенок каждый смог. Стоим на страже каждого от дозорными дорог. Смотри, Ириска! Какая классная горка! Пошли быстрее кататься! Да ну, там так много народу. Пойдем кататься вот на тот склон. Там и горка круче, нет никого. Вы что, совсем не знаете о безопасности зимой? И какие ловушки могут подстерегать? Какие ловушки? Что тут, капканы или ямы какие? Нет, это такие особые ловушки, зимние. Они зимой бывают из-за того, что скользко. Во-первых, нельзя кататься с горок, съезды которых выходят на проезжую часть. Можно угодить под колеса автомобиля. Во-вторых, темнеет рано, острота зрения снижается, и опасности вырастают, как грибы. Можно и автомобиль не увидеть, и не заметить сигнал светофора. При переходе проезжей части надо увеличить безопасное расстояние до автомобиля. Внимание, только внимание. В темное время суток хорошо бы надеть световозвращающий жилет. Но кроме этого, надо еще обувь оптимизировать. Понятно. По скользкой дороге надо ходить не спеша. Наступать на всю подошву небольшими шагами. И не держать руки в карманах. Это увеличивает риск падения и травм. Кроме ног, нужно думать и о голове. Вы, наверное, хотели сказать головой? Нет, именно о голове. Внимательно относись к одежде с капюшоном. Он закрывает обзор видимости при переходе дороги. А еще и слышно хуже. Можно сигнал не расслышать. Понятно. Я всегда буду снимать капюшон, когда мне нужно перейти дорогу. Ну все, нам пора по домам. Мы пошли на остановку. Пожалуй, мы вас проводим. Запомни еще один зимний урок. На остановках и крае проезжей части бывает очень скользко. Поэтому никогда не стойте на обледеневшем краю остановки и проезжей части. Можно съехать под колеса. При посадке в автобус или троллейбус никогда не пытайтесь протиснуться сквозь толпу. Взрослые могут вас нечаянно толкнуть, вы поскользнетесь и попадете под колеса автобуса. Выходя из маршрутного транспортного средства, будьте осторожны. Ступеньки наземного транспорта могут обледенеть. А вот и автобус.
И запомните как дважды два, что при переходе проезжей части нужно быть крайне внимательным. Вначале обязательно надо выбрать безопасное место для перехода. А это регулируемый пешеходный переход, а также подземный и надземный. Ну, а если у вас рядом только нерегулируемый пешеходный переход, то надо остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться в том, что рядом нет приближающегося транспорта. Только потом переходить. Сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, стоящий заснеженный автомобиль могут помешать увидеть приближающийся транспорт. Поэтому вам необходимо встать так, чтобы дорога хорошо просматривалась в обе стороны. А вот и наш с Ириской дом. А давайте завтра снова на горку пойдем все вместе. И все правила соблюдать будем. Ведь зима без опасности – самое лучшее время года. Зима, она прекрасна. Зимою Новый год. Но нужно помнить, братцы, про снег и гололед. Зимой темнеет рано, запомните урок и соблюдайте правила с дозорными дорог. Правила и знаки дорожного движения изучаем весело через приключения. Чтобы с нами подружиться, ребенок каждый смог. Стоим на страже каждого дозорными дорог. Зима, рано темнеет. Хочешь гулять? Сейчас пойдем на елку. Но чтобы попасть на елку, надо идти по дороге. А это и перекрестки, и проезжая часть, и пешеходные переходы, да и темнеет уже. Чтобы нас было видно, нужно светиться. Это нужно, чтобы водитель в темное время суток мог заранее нас увидеть. Это нужно для нашей безопасности. Как же сделать так, чтобы мы стали заметнее? Удлинителя до елки не хватит. Стой здесь, я к бабушке. Свечкам электричество не нужно. Стой здесь, я к папе в гараж. Как можно в темное время суток так неосторожно вести себя на дороге? Водитель мог тебя просто не заметить. Я хотела, чтобы меня было видно, но ничего не
получилось. Удлинитель короткий, свечки гаснут, фонарик разбился. Я знаю, что надо делать. Что? Использование световозвращающих элементов на одежде. Для темного времени суток это гарантия безопасности. Как это? В темное время суток водитель транспортного средства замечает пешехода, переходящего через дорогу за 25-30 метров. Проводим расчеты. При разрешенной скорости движения транспортных средств в населенном пункте 60 км в час, это расстояние 25-30 метров транспортное средство проходит от 1,5 до 1,8 секунды. Тормозной путь транспортного средства составляет от 34 до 40 метров. Что мы имеем? Наезд неизбежен. Бедный пешеход. И вот тут нас спасут световозвращающие элементы. Для тебя, Алсу, жилет, браслет и фликеры. А тебе, Пруник, ошейник и жилетку. Теперь водитель вас заметит на расстоянии от 130 до 140 метров. Вот здорово! Теперь пойдем все на горку кататься и ничего не опасаться. Вечером так мало света, пешеходы незаметны. Чтоб несчастья не случится, надо нам, друзья, светиться. Это знаки, это ленты, это чудо-элементы, световозвращающие, Светоосвещающие. снова дали вам урок. Мы дозорные дорог. Хорошо вам, детки, зимними ночами сесть поближе к печке тесными рядами. Радостно, уютно и тепло вам вместе. Ничего плохого не случалось с вами. Никогда не знали ни забот, ни горя. Ладненько расселись, ни шумя, ни споря. Если мама сказку вам расскажет снова, долгий зимний вечер пролетает скоро. Пусть нельзя и носу высунуть из дому, разметал на крыше ветер всю солому. От мороза птицы спрятались по гнездам. Хорошо у печки малому большому. Такой зимою, как сегодня, хуже. Мерзнут нос и щеки, отмерзают уши. На морозе выжить нелегко голодным. На ветру холодном пропадают души. Если вам их встретить приведется вскоре, бедных и забитых со слезой во взоре, детки дорогие, вы их пожалейте. Будьте утешением им в тяжелом горе.
Татар мультфильм.